Эрдамама Сэмэна. Сэмэна. Эрдамама, скажите, пожалуйста, а как понять утверждение, что на самом деле нирвана и сансара это одно и то же? Ну, это понимается под пониманием пустотности объектов. Довольно-таки для начала, чтобы понять, что нирвана и сансара, как два противоположных полюса, совершенно равны, это нужно понять природу пустоты, отсутствие самосущего существования. Очень краеугольный камень буддийской философии. Многие ошибочно понимают, что пустотность от слова «пусто». Нет. Пустота в понимании буддизма — это отсутствие. Отсутствие чего? Это самосущего существования. Более грубый уровень существования самосущности, скажем, объекта. Ну, на основе этих, если этих четок взять, в моем уме эти четки, которыми я пользуюсь сегодня, с утра, которые в моем уме совершенно одни и те же идентичные четки. Я умом понимаю, что да, они не вечные, там через год-три они состарятся, разрушатся, но вот изменение короткого я не вижу. И в моем уме он утром, которые четки были, и сейчас это один и тот же объект, который нисколько не изменился. Хотя я осознаю, что он не постоянен, но не вижу его вот на коротком осознавании такого, понимания нет, непостоянства. Это. И в моем уме оно как нисколько изменившееся. Это первый признак самосущности объекта. Второй признак самосущности объекта, что в моем понимании эти четкие единичный объект, цельный объект. Это четкие, это ваза. Там. То есть независимо от других, да? Да-да-да, это отдельно взятый единичный объект. Четкий, там, рука, вот отдельно взятые объекты воспринимаются. Но когда начинаем мы исследовать этот единичный, вот цельно отдельно взятый объект, оказывается, он состоит из огромного количества разных частей. Например, вот здесь он состоит из этих бусинок, 108 бусинок, этой веревки. То есть одна бусинка не есть четки, веревка не есть четки. То есть совокупность всего этого есть четки. Но вот отдельно взятого единичного объекта, как в моем уме воспринимается цельный объект, не зависящий от частей, такого существования четок тоже нет. То есть состоит он, в свою очередь, из огромного количества частей, вплоть до молекул. Ну да. Да, любая отдельно взятая молекула — это не есть объект. Но в моем уме я воспринимаю как это отдельный единичный объект. Да, то и есть ошибочность. Также Да, воспринимают. да. Все воспринимаем. Это второй признак, который мы в виде объекта воспринимаем их самосущность. Второй признак деления — единичность объекта. И второе — свобода. В моем понимании четкие свободные. То есть я на руку, на ладонь свою положил, они свободны, на них ничего не действует. На самом деле четкие зависят, очень сильно зависят от своего предыдущего момента, от своих причин и условий. Нет свободных четок. Они зависят из того дерева, из которого посадили, из того семени, из которого выросло дерево, и от того рабочего, который их сделал, то есть потом их продали. То есть до того момента, как ко мне находится на моей ладони, существует огромное количество предшествующих моментов причин и условий. На любом моменте, если эту причину убрать, четкие как таковые исчезнут. То есть не может без предыдущей причины существовать эти четкие. Они зависимые. Зависят от своего предыдущего момента, от своих причин зависит. Верно. Ну вот не совсем понятно, что значит, то есть как они могут быть свободными или не свободными? Это же всего лишь четкие. Да-да-да, но всего лишь четкие. В моем смысле они свободные. Вот. На них ничего не действует. Я не вижу причину возникновения этих четок. Я не вижу, что они зависят от причин условий. Они свободны, вот они. Вот это ошибочность. То есть любой объект, который нас окружает, мы воспринимаем, что он на коротком промежутке времени нисколько не изменился, что это единичный объект и что он свободен, на него ничего не действует. Воспринимаем таким образом. Да, свободен. Но это не есть так. Это не есть так. Потому что когда начинаем разбирать каждое отдельно взятое, что оно изменяется, потому что состоит из огромного количества частей, потом напрямую зависит от причин и условий. Ее будущее существование зависит от тех причин и условий, которые здесь сейчас создаются. Получается таким образом, что объект не существует так, как нами воспринимается. И получается, что отсутствие подобного существования и есть пустота. Отсутствие подобного самосущего существования, да, самого по себе. Да, само по себе. Само в себе, который нисколько не изменился, который единичный, цельный, отдельный, взятый и свободен. То есть наши ошибочные воззрения очень часто вот эти разочарования, страдания возникают из-за того, что мы не видим сущность существования вещей. В нашем уме, когда вот обычно взять, встречаются пары, влюбились друг в друга, это один воспринимает другого партнера как идеализирует, да, объект, который нисколько не изменится, что он будет таким же прекрасным всегда, нисколько не изменится. И воспринимать его как вот этот цельный объект.
То, что там у него есть кишки, там вот эти все, вот это, Опа. да, все это, все это идеально, все, нет, нисколько не изменяется. Но когда в жизни встречается с тем, что с процессами этого изменения, что он не так виделся, начинает разочарование, злоба начинает проявляться, что он не такой, как я думал, в моем уме воспринимался, и испытывает страдания, ищет другой объект. Или же думаю, что какая-то другая отдельно взятая часть, которая находится вне нас, думаю, что вот это объект, там, обретение какой-то машины или телефона, там, супер новой модели принесет счастье, мы вот не видим вот эту природу их существования, что они ежесекундно меняются, что нет единичной цельности такого объекта, что оно зависит напрямую от причин. И вот эти пробуждения, вот этих проявлений заблуждения относительно объекта ведут к другим заблуждениям, и на основе их рождаются другие какие-то негативные качества ума, которые приводят к страданию. Понятно. То есть я правильно понимаю, что получается разница между... То есть нет отдельно нирваны от сансары, а все дело только, когда ты правильно это понимаешь или неправильно понимаешь? Да, потому что в сущности они тоже это являются, по природе они все пустые. Вот когда говорят одинаковые, то они одинаковы в том, что они в сути пустотны. Но пустотно означает, не означает, что совершенно их нету, но означает, что по природе своей пустые. Тут, видимо, перевели не очень удачно это. Ну, понимаете, вот какими-то обозначениями без должного понимания философии очень сложно объяснить какие-то аспекты. Но можно сказать, что мы сейчас с вами на самом деле в нирване пребываем или нет? Нет, ну нирвана, что такое нирвана? Нянде. Няна, где означает страдание, де ушедший за страдание. Мы с вами сидим, хотя и вроде бы в данный момент мы не подвержены страданию в нашем понимании, но наше тело ежесекундно стареет. И когда эти признаки старения явно проявятся, мы будем ужасаться и страдать от этого. Но мы не осознаем, что мы ежесекундно стареем, не прекращается этот процесс самого рождения. Это не означает, если мы не видим, не осознаем, не означает, что его нет. Мы подвержены страданию. Эрдалама, а как буддизм относится к фастфуду и сильно газированным сладким напиткам типа Кока-Колы? Ну, как таковой, в принципе, нет такого запрета. Но если это приводит к тому, что человек начинает ожирение, начинает от этого страдать, в зависимости сама по себе она нейтральна. Кока-Кола. Кока-кола или это и прочее. Но человек, который очень много употребляет ее, наносит вред организму, с этой позиции, если смотреть, конечно, оно негативность приносит, но это никто же не заставляет человека в безмерных количествах потреблять Кока-колу или что тот фастфуд. Это зависит от нас самих. Понятно. А то, что он толстеет, это не является чем-то плохим? Да, конечно, потому что у него появляется здоровье, в первую очередь, очень сильно вредит. Потом тяжесть, тяжело становится. И если человек занимается практикой медитативной, толстому человеку медитировать очень тяжело, потому что вот, тело, оно уже тяжелое, чаще вызывать будет сонливость. Поэтому есть в практике буддизма, в предписаниях, стараться после обеда не есть. То есть, получается, с точки зрения буддизма, худым лучше быть, чем толстым все-таки. Худые лучше, чем толстые. Да, но не избегая совсем дистрофии, конечно же. Ну да, просто у нас в Бурятии много грузных лам, и нет ли тут какого-то противоречия? Ну, это индивидуально. Это индивидуально каждого человека. И зависит, если человек будет следить за собой, все-таки за своим здоровьем, то он не растолстеет. Неважно в какой сфере, то ли лама, то ли чиновник, или еще какой-то рабочий. У нас и простые рабочие очень толстые есть. Но, тем не менее, ничего плохого нету, если лама толстый. Ну, для него плохо в том, что это для здоровья очень вредно. Понятно. Ну, а с точки зрения учения? У людей, в одно время может быть, понимаете, вот это восприятие, толстота, полнота, вред, или это относительно того, что вот смотрим на основании здоровья тех исследований, которые привели к этому, что полнота плохо. Раньше в других, например, в других племенах там, и прочее существует, что полнота — это признак красоты. Что быть толстым, быть толстым — это вообще суперово, скажем так. И в их обществе это считается, наоборот, очень полезным, красивым. И никто не порицается, наоборот, радуется, и все хотят быть толстыми. То есть совершенно разное восприятие. Понятно, понятно. Эрдалама, в жизни так много страданий, а можно ли сказать, что мы живем в аду? Нет, конечно же. В зависимости от того человека, что создал сам и испытывает при этом страдания, он может ему оказаться в аду. Но когда человек встречается с очень большими страданиями, важно осознать, что они также приходящие. То есть была причина возникновения их, и оно не будет постоянно так. Многие, не видя непостоянства в этом, видя, что оно раз настигло, и оно
ничто невозможно сделать, оно будет длиться без конца, бесконечно, и я не могу этого выдержать, этого не видя этого в природе. Заканчивали самоубийство. Это неправильное восприятие. Страдание как таковое, оно присуще нашей жизни, оно есть, да, начиная вот с болевых ощущений, начиная от того, что страдание вот в буддизме рассматривает, философия буддизма, когда говорим о страдании, рассматривают три аспекта. Мы об этом говорили ранее. Это первое, что страдания, да, болевые ощущения, мы пытаемся от них избавиться. Это, конечно, очень плохо. Вторые — страдания переменчивые. Когда мы безумно голодны, думаем, поедим, будет счастье. Поели, переели больно. Если поели, насытились, через какое-то время ощущение радости исчезает. То есть это бесконечный процесс. Ну и третий вид страдания, всеобъемлющий ахата, еще страдания, можно сказать, это обязательное старение, обязательная потом смерть, не получение желаемого, получение нежелаемого. Если с этой позиции на этом очень сильно уделить внимание, что я несчастен глубоко, вот это страдание, от них не убегу и все прочее, человек может для себя внутри создать ад. Вот вы про самоубийство упомянули. А самоубийство — это большой грех с точки зрения буддизма? Да. Но ведь ты никому другого плохого ничего не делаешь. Да, но ты убил человека, получается, живое существо. Вот этот самый... Почему считается убийство человека намного тяжелее, чем убийство того же комара? В буддизме это обуславливается тем, что именно в человеческом рождении существо обладает огромным потенциалом достичь нирваны, достичь свободы, достичь огромных реализаций просто-напросто. Комар сколько бы ни летал вокруг ступы или какие-то, для него нет понятия, у него нет найти причину возникновения страданий, избавиться от страданий, совершенно у него нет. У него даже силу рождения комаром подобных мыслей даже не возникает. Есть ли мысли вообще? То есть вот эти все достоинства обусловлены получением рождения и разрушение вот этого огромного, просто безмерного драгоценного потенциала считается грехом и в буддизме, и в других религиозных конфессиях также это все порицается. Ясно. Ну тут нельзя сказать, что это моя жизнь, что хочу, то и делаю, захочу и закончу ее. Можно сказать, но в этом случае же после этого, что смерть это не есть выход, умерли, вновь переродились, и родились в силу того, что совершили такой негативный грех, оно будет еще хуже. Понятно. И поэтому некоторые люди, когда через много каких-то получается вновь родиться человеком, начинают, почему у меня такая несчастность, почему я родился в семье алкоголика, почему я никому не нужен, почему ничего не складывается. Это как раз отголоски тех негативных действий, которые мы совершили ранее, считая, что это моя жизнь, я сам распоряжаюсь. Да, пожалуйста. Понятно. Но поэтому важность в том, чтобы вот эти наши не задевали других, даже не приносили горе другим. Хорошо. И последний вопрос. Вот вы упомянули про комара, который летает вокруг ступы. А это не только ведь к комарам относится. Если собака будет ходить, получается, тоже совершенно бесполезно. Не то, что совершенно бесполезно. Будет накопление добродетелей, есть накопление. То есть и комар будет накапливать кое-какие... Да, но представьте, от комара и потенциал человека, развитие — это огромный процесс и путь. В тексте говорилось о том, что было наводнение, и рыбка так получилось, что она гору сделала вокруг ступы, и это послужило благой причиной потом обретения человеческого рождения. Не сразу встреч, но потом. То есть даже вот такое неосознанное действие, оно принесло пользу. Но так как мы люди, в этом случае, нужно и вот этот потенциал человека раскрывать в этом случае. Если мы совершаем это горо, делать это совершенно осознанно. Понятно. Ну что, спасибо, Ардам Ала. Поверьте. Поверьте.